Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем, достар, қалайсыздар? Күңіл-күйлеріңіз қалай? Приветствую вас, друзья! С вами сегодня Юля from Казахстан. И сегодня мы с вами узнаем, как переводится словосочетание «трудовые договоры». А переводится это следующим образом. Еңбек шарттары. Еңбек шарттары. Еңбек шарттары. Давайте же скорее научимся это читать. Первое слово еңбек. Еңбек. Как пишется, так и читается, ни одна буква не искажается, да? Нам здесь нужно с вами научиться читать букву «Н» с хвостиком. На самом деле все просто. Сначала произносим обычную букву «Н». Да-да-да, в казахском языке их аж 2 штуки. Обычная, та самая, которая используется в русском, и казахская буква «Н», которая, кстати, по звучанию используется еще и в английском языке. Я уверена, что еще и в некоторых других языках. Но давайте же научимся это скорее читать. Английское слово English. И буква N и буква G в данном случае образуют нам звучание казахской буквы Н. English, English, English. Еңбек, еңбек, еңбек. Как же еще научиться ее читать? Тоже очень и очень просто. Сначала произносим обычную русскую букву «Н» и чувствуем, что у нас язык во время ее произношения упирается в верхние зубы. Да-да-да, «Н», «н-н-н-н-н-н», да? А теперь, произнося букву «Н», мы тянемся кончиком языка к верхнему небу и, не дотягиваясь до него, произносим букву «Н» обыкновенную. И у нас получается буква «Н» казахская или буква «Н» английская. Ну, в общем, давайте, погнали, пробуем. Сначала обычная буква «Н», «Н», а затем тянемся к верхнему небу. «Н», 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 «Н». Все, дамы и господа, вы научились ее читать. Еңбек, еңбек. Помним о том, что прочитать через букву когда написана буква Е, мы не можем. Да-да-да, такие вот чудеса. Еңбек, еңбек. Погнали дальше. Второе слово шарттары. Изначально слово шарт, затем к нему прибавлено окончание тар, и дальше мы видим букву которая обозначает, что из этих двух слов построено словосочетание. В первом слове тоже должно оно быть, окончание, но оно скрыто. Но это, как вы уже поняли, грамматика. Итак, читаем это слово. Шарттара. 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 Как прочитать букву «ы»? Это краткая версия обычной русской буквы «ы». Не шарттары, а шарттара. О, коротко. Даже когда мы тренируем ее, здесь вот у нас вот здесь чуть-чуть напрягается. Но когда мы читаем, там уже ничего не напрягается, все произносится автоматически. И у нас получается следующее. Еңбек шарттары. Еңбек шарттары. Вот такое вот коротенькое информативное видео у нас с вами сегодня получилось. Ну а мы с вами увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.